Сәлмісіз? Сізні көруге бик шатмын, я очень рада вас видеть. Мы с вами начали изучать глагол на прошлом занятии. И зная глагол в неопределенной форме, мы с вами можем выделить начальную форму. Например, ешерге – это в неопределенной форме, а начальная форма будет еше, ишлерге, начальная форма ишле. Все правильно. И это еще мы сказали, что начальная форма и форма повелительного наклонения, они совпадают и звучат одинаково. Например, еше, ишле, ута. А если мы кому-то в таких отношениях, к которым мы обращаемся на «вы», мы не скажем ему «ута», мы скажем ему «утарагас», «ишлягиз». Так же, как и в русском языке «вы», «сыз» у нас переводится, и также будем обращаться «утарагас», «ишлягиз», «торогас». И я вам сказала выбрать 5 глаголов, домашнее задание, и работать с ними. Давайте попробуем, каждый прочитает один глагол, который вы вот постарались, сделали, и если будут ошибки, исправим. Кто готов? Айда, Ильнур? Ешерге. Ешерге, он выбрал глагол ешерге, жить. Айда, Ильнур? Мин яшим. Мин яшисим. Ул яши. Без яшибес. Сез яшисез. Алар яшилар. Яшилар. Дөрес, Ильнурның баста булган. Денис, синеке. Син эшләргә килдең. Люция апа? Люция апа? Ашарга. Юк, әйтәгез, Люция апаны тыңлыйбыз. Мин ашыйм. Хәтерлисезме? Это наши, да? Да, ашарга дружит. Помните, у нас была таблица, что если на А заканчивается, то у нас ый. Помнили, да? Мин ашим, син ашийца, тут уже ый будет. Ул ашый, ашыйбыз, сіз ашыйсыз, алар ашыйлар. Вот вы забыли эту таблицу, и у вас с этого и начались ошибки. Шуңардан башланган. Если оша, то ошей. Хәтерлисезме? Ука. Если начальная форма глагола в настоящем времени заканчивается на гласную, то мы добавляем ый и. Оша, ошей. Әйдәгез сіз. Сіз Филиппа? Китерге. Так, мин китәм, син китәсен, ул китә, без китәбез, сез китәсез, алар китәләр. Вот так легко и все правильно. Молодцы, рахмат, афарин. Сіз? Әлфия. Йосарга. Подождите, вы этот глагол называете на русском? Йосарга делать. Йосарга делать. Мин ясым, Син. ясы, Әйтәге ясы. ясыйсын, Дөрес. ул ясый, Ул ясый. без ясыбыз, сез ясыйсыз, алар ясыйлар. Алар ясыйлар. Вот вы не забыли правила, и у вас все получилось. Молодцы. А сіз өткен дәрістә булмадыңыз, но вы все равно дома сделали, да? Китерге. Китерге. Уходить. Что делать? Китер. Мин китәм, син китәсен, ул китә, без китәбез, сез китәсез,
Алар китәләр. Дөрес. Böyle sizdeki ерекше калима. Получилось у вас? Глагол «койтырга». Кайтырга, возвращаться. Итак, попробуем. Мин кайтам. Дөрес. Посмелее. Син койтас. Кайтасың. Дөрес. Ул койт. Ул кайта. Ул кайтырга, кайта. Без койтабыз. Дөрес. Сиз Кайтасыз. койтасыз. Алар койталар. Алар кайталар. Дөрес. Сиз Эльвира, кайсы глагол белән, фигыль белән эшләдегез? Эшәм, да? Эшәм, бит. Мин эшәм. Син ишисин. Мгм. Ул Эшә. Без ишибез. Сез ишисез. Алар эшәләр. Монда вы почему-то пишете. Эшә. Глагол. Эшә. Эшәргә. Вот, слушайте, у меня вопрос по этому Эшәргә. пицца. Эшә, эшәргә. Он мягкий, Эшәргә, әйе. на гласный. Әйе. У него тут какая форма должна быть? И на конце? Ут эшә. Эшә. Вот же вам даже выделено. Эшә. А почему вы и подумали? Эшә. А это эшли, это Ну, работает. это понятно, но это же глагол на гласную. Эшә. Заканчивается слово на гласную. Эш. Эшә. Эшә. Эш. Эш. Эшә. Мягкий вот. Вот вы тут и Да, то есть у добавили. него вот здесь Эшә. должно быть вот это. Мгм. Вот так? Эшә. А я Эш. смотрю на эту букву, на последнюю, Всё что она понятно. гласная. Начальную форму глагола вы выделили неправильно, с этого у вас и началось. Эшәргә дигән сүзне Эльвира монда ошибка и Екатерина, да? Правильно называю? Да. Эшәргә дигәндән что делать эшәргә, а повелительная форма что делать? Эш и также начальная форма эш. А вы подумали, что это эше и да, вместо сделали Да. и у вас слово получилось эши. Вот из-за Это этого. в смысле неправильно выделили форму неопределенную, а тут у остальных она правильно, вот где дефис стоит? Эш, эрге. Надо задать вопрос, что делает эш? Нет, ну смотрите, вот тут, Да, допустим, всё правильно. РГ, тут РГ. Киин, эш, шеш, тора, киин, эш. Все Вот правильно. это на гласный глагол? Шеш, тора, торой. Будет торой. Тора, торой. Тора. Дөрес. Хәзер укырсыз. Или укыгыз. А Мин. Яши. И на и заканчивается. Яши. Еше. Форма Чешерге. Яш будет. Яш. Ешерге. Имейте в виду. Да, да. Да. Ешерге. А у яши. Еше. Яше. Мягкая, значит, Иге. Еше. Ул яши была. Еше. Мы приказываем еше. Повелеваем еше. Елизавета, оқыңыз. Глагол сөйләшәм. Мин сөйләшәм телефоннан. Син сөйләшәсең туйша. Ул сөйләшә синең белән. Без сөйләшәбез. Сез сөйләшәсез. Алар сөйләшәләр. Вы даже словосочетание вы Конечно. сделали. Выделились, молодцы. Все правильно вы сделали. А сіз? Спать. Мин йокла. Син йокласы. Ул йокла.
Без юклабес, сез юкласес, алар юклалар. Юкла. Юклорга. Как? Юклорга. Перевод? Спать. Опять неправильно. Юклага спать. Юклорга спать. Начальную форму давайте выделим. Юкла. Юкла. Так, почему так? Юкла. Поэтому здесь Юклы. юклы. Юклыйм, юклыйсын, юклый, юклыйбыз, юклыйсыз, юклыйлар. Меня хазер дурыс. Я не могу выделить неопределенную форму. Мишля, что делай? Юкла. Так мне это ни о чем не говорит. Я смотрю вот это, вот что, какое накиль. Вот если черточка стоит, Вам все по черточкам только подсказывает, да? да. Надо понять смысл и научиться задать вопрос, что делай по повелительным наклонениям. Что делай? Еше, ишле, юкла. А потом уже использовать- Вопрос повелительного наклонения какой? Что делай? Нет, на татарском. Мишле. Не шле, и чего у меня никакой вообще И взаимосвязи. использовать эту таблицу, которая у вас есть наглядка. То, что ой и Это я поняла, я не могу выделить вот основу. научиться. У нас еще много глаголов. Где черточка стоит, все тут у меня и основа и заканчивается. По какому принципу? Вот где РГ, где РГ, где РГ? Почему? Надо научиться задать вопрос, что делай? Ишле. Вышли. Что? Давайте мы с вами индивидуально, а у остальных такая же проблема? Да. Да. У двоих такая проблема. Не можете Я быть? вообще взаимосвязи между Да. словом У и вас еще в вопросом. прошлом занятии не вижу. было, да? Да. Ну я урок-то ведь смотрела. Ну, Я не смотрю на черточки. Мне правила. Я хочу что правила есть. Я это не вижу. Я как математика это сбиваю сложно. Я не могу понять, да, когда РГ откидывается, когда ЮРГА или АРГА. Почему жить, живи, яш, а не еши? Жить. Жить. Да. Безгласно. жить. Как пишется жить? Кто-то же анчик была? Ешерге. Живи. Как жить? Это жить переводится, Да. что делать? Жить. Начальная форма. Да, начальную форму как выделим? Кто поможет? Еше. Еше. Что делай? Еше. А еш это будет уже еш. Так почему? Потому что слово такое. Еше. Еше. Что делай? Еше. А если ешь, это не отвечает на вопрос нишля. Это молодой. Ну, смотрите, давайте Я вот ж её- возьмем для сравнения кит-РГ. Кит-РГ. Все похоже, да? Здесь будет начальная эта форма кит. Да. Ул ките. Нишля кит. Вот, ну да, Нет, повелительная. а это не критерий, как ее называют? Ул ките. Вот как это не определил человеку. Не Да. определил. Повелительная, вот основа, Почему в которой первом случае мы РГА убрали? Да. Потому что в первом случае именно еше отвечает на вопрос, что делать. Это понятно. Это А молодой. тут именно кит отвечает на вопрос, что делать. Вот этого нам не понять. Тут слова и нет. Вот Тут из-за я этого понимаю, то, что что... вы говорите. То есть вот эта Это вот часть, хочется получить, из которого ты пойдешь. вот эта вот часть РГ, она одинаковая и там, да? Да. Почему в одном случае уходит сюда, в другом случае уходит сюда? Математическую.
Отвечать на вопрос, у меня с вопросом вот вообще никакой взаимосвязи нет. В русском я понимаю, что делает, бегает. Но тут совпадения окончаний никаких нет. Если Я только могу объяснить то, что надо понять смысл предложения и уметь задавать вопрос. От этого только возможно найти ответ. То, что вопросы задавать, это понятно. Что это повелительное наклонение, понятно. не шля, повелительное, не шля, еше, Запукит. Еше. еше. Это повелительное. Да. Вообще с вопросом вообще не вижу связи никакой. Давайте мы с вами тогда, чтобы целые занятия на эти РГ не тратить. Может, я найду какой-то, дома еще изучу какой-то, не знаю, именно, чтобы для вас подход какой. Да, какой-то принцип, может, хоть смогу, как-то вот напишу, или на следующем занятии я остановлюсь, если я смогу, какой-то выход из этого положения. Нет, понятно все, как я говорю, я тоже с иностранцами работаю, я говорю, это надо чувствовать. Вот. Да. Ауларга, Если будешь знать, да, вот это надо понимать, да, и то, что приближенно. если мы скажем ките, то тогда ун ките, так и напрашивается, то, что это третье лицо, единственное число. Значит, Ун повелительный ките. кит. Да, это никак не может быть повелительным наклонением, потому что это уже ките, если мы выделим. А ун еша, это будет неправильно. Вот если вы не будете понимать смысл этого, и не получится ул еша, ул еши, так и напрашивается. Ул еши. А ул еша. Тоже еша. Ну ладно, понятно все. Особенность. Ауларга, Понимаете, понимаете, да, да. знание языка, да. Да, Я да. знаю, да. Есть такое. Ну, в основном, вот кто-то сразу понял свою ошибку и даже на ходу исправлял. Я рада, что вот когда мы уже вместе начинаем, значит, этот онлайн до вас доходит, что вы сразу исправляете. А когда дома одни работаете, конечно, там сделали одну ошибку, неправильно нашли, от этого вы и пляшете, и кто вас не исправляет из-за этого. Давайте проверим еще умываться и одеваться. Юин, юинерга, киен. Может, кто-нибудь нам поможет? Давайте Я. юнерга. Я Айдагис, делаю папа, юин. поможем. Айдагис. Юин. Получается, начальная форма. Юин, умывайся. Правильно? Да. Юин. Да. Да. Поэтому получается мин. Юины. Юна. Юина. В общем, это, смотрите, юнерга. Это глагол у нас, который состоит из одной буквы. Ю. Вы не смотрели полиглоту Дмитрия Петрова? Там он даже вот этот глагол «га» уделяет, не знаю, свои 5 минут время. Юнерга. Глагол повелительное наклонение ю. Ю. Что делай? Ю. Из одной буквы. И есть еще у нас, я вам дам, слово орга. Короче, зря я спросила. Юнерга. Давайте попробуем юнерга. Начальная форма ю. Ми. Юна. Ми. А, начальная форма. Юнерга. Умываться. Юрга. Мыть. Видите? Юнерга в переводе умываться. А юарга мыть. Мы моем посуду. Без кир юабас. Белье тоже юабас. Ю. Если юнерга, то это начальная форма юар. А если юарга мыть, то начальная форма ю. Сейчас мы какое разбирать будем? Юнерга. Юнерга. Альфия, попробуем. Ми, юон,
Юнам. Син. Егитлер помогает всем. Юнасın. Юнасам. Юнасın. Ул. Юна. Ул юна. Siz. Без. Biz. Юнабыз. Biz yunabız. Siz Siz юнасız. yunasız. Алар юналар. Алар юналар. И все вы правильно Вот сделали. это еще похожее тоже. Киен. Киен. Мин. Киенем. Подождите, скажите перевод киен. Все. Все правильно, я говорю. Мин киенем. Киенем. Е там, да? Киенем. Ну это кверх ногами. Минкина. Вверх ногами. Киенем. Что вверх ногами? Вы это называете? Я. Киенерга. Начальная форма. Киен. Киен ми. Киенем. Кинем. Син киенесин. У киене. Без киенебис. Siz киенесис. У алар киенелер. Киенелер. Дырыс. Вверх ногами все правильно. Барсына дырыс. А почему вы волновались? Все правильно. Все хорошо. То, что Я вы там... была уверена практически, что у меня все правильно. А теперь тут вы выяснилось, нашли ошибку. что я неопределенную форму даже не могу отделить. Все правильно. Вы научите, теперь потому вот что это мы еще остальное. будем работать и с глаголами в прошедшем времени, и в настоящем времени. Это только начало. Я так и предполагала, что в том занятии я вам дала глагол и отпустила домой. Я так и думала, что у вас возникнет очень много вопросов. Я была к этому готова. Сейчас будем потихоньку вот так все наши проблемы решать. И тогда уже вы вот много глаголов будет и сможете почувствовать. Тут мы уже, я хотела с вами... все. Аффиксы, отрицание в глаголах настоящего времени. И все, мы же не всегда делаем. Мы же еще что-то не делаем. Когда мы что-то не делаем, у нас есть свои аффиксы. Мы, ми. И примеры вот на вашей наглядке. Посмотрите. Это отрицание. Такой знак поставлю. Аффиксы отрицания. Давайте посмотрим на наш пример наглядки. Например, мы работали и вышли на пенсию, и мы сейчас не работаем. Как мы это скажем? Мин и шлямин. Сначала мы находим ишлерге, глагол ишлерге. Как будет начальная форма? Ишле. Ишле. И тут добавляем к этой начальной форме, если мы не в неотрицании говорили «ишли», там буква «э» пропадала, и мы «и» добавляли, а тут уже «ишлямин», «э» сохраняется, вы понимаете меня? Да. «Ишлямин», «син ишлямисин», «ул ишлями», они также пишутся, это я выделила для вас, чтобы большими буквами, они конечно, с такими же буквами пишутся. Ул ишлями, без ишлями, без сиз ишлями, сиз алар ишлямилер. Это мягкие глаголы, твердые глаголы у нас. Там уже добавляется мы. Если мы не пойдем сегодня на занятие, мы скажем ми барны. Есть сложности тут? Тогда давайте попробуем. Мы сегодня, значит, будем много с вами говорить с глаголом ешаря. Ильнур, ты попробуй отрицать, пожалуйста, ешаря глаголом в форме отрицания. Лесянь, пожалуйста, мягкие глаголы. Да.
Ешаргами. Ешерге. Начальная форма, давайте научимся сказать. Еше. Еше. Ешамим. Ним ешамим. Кашкарбра. Нин ешамим. Син ешамисен. Ул ешами. Düz. Без ешамибез. Сез ешамисез. Алар ешала. Ешамила. Yaşamiler. Dürüst barsıdan. Siz yosarga. Делать йосарга. Твердый это глагол. Давайте попробуем. Вы не будете это делать. Йосарга начальная форма. Ясага – это делать, да? Да. Ясага. Начальная форма ясы. Йоса. 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 Мин йосамым. Син йосамысын. У йосамый. Без йосамыбыз. Сіз йосамысыз. Алар йосамыйлар. Басна, дürüst, все правильно. Гуля, давай попробуем. Мы не хотим это кушать. Я не буду это кушать. Оша. Ошарга. Начальная форма будет. Оша. Дürüst. Мин ошамым. Мгм. Син ошамысын. Мгм. У ошамый. Мгм. Без ошамыйбыз. Сіз ошамыйсыз. Алар ошамыйлар. Дürüst. А давайте с вами попробуем. У вас получится, я знаю. Вы не будете спать. Так, спать. Йокларга, значит, Мгм. начальная будет йокла. Мгм. И не будет, да? Нет. Ну, вот Когда мы усложняет- отрицаем. это усложняет немножко дело. Мгм. Мин йоклы. Пора, смотрите, да. Йокламым. Мгм. Мин йок. Дürüst. Подождите, я сейчас. Мин Мин йокламым. йокламым. Син йокламысын. У йокламый. Без йокламый без. Сес йокламысыз. Алар йокламыйлар. Дürüst. Получилось. Кто еще хочет попробовать с нами вместе? Кто кому-то сложно? Ёп. А давайте попробуем вместе перевести пословицу. Кто не работает, тот не ест. Шун ошамый. Кто не работает, тот не ест. Кто, как переводится? Кем, дürüst, не работает. Работать. Эшлерге. Значит, кто не работает. Мягкие, пожалуйста, Лися. Кем эшлеми. Кем эшлеми? Тот это шо. Шу не ест, не кушает. Шул ошамый. Сложно? Кем эшлями шул ошамый. Сложно. Где это слово? Какое? Кушать. Кушать. Вот Гуля нам делала анализ этого слова. Кушать. Аша. Ну, думайте. Ошамый. Кем эшлями шул ошамый. А кто работает, тот ест. Давайте Кто не попробуем. работает, тот ест. Кто не работает? Давайте переведите. Кем эшлемей шул ошей. Шулашей совсем нечестно, но бывает и так. Рахмет. Все, да, с этой пословицей. Давайте посмотрим. Лекция номер 6, упражнение номер 1 нам дали. Давайте, вот вы говорите, что вам не хватает общения. Давайте попробуем мы эти предложения перевести вместе с вами. Кто еще
Не работал. Денис, первое предложение. Sizga таратлар же есть у вас? Лекция, да. Первое предложение сначала по-русски прочитай нам, а потом уже по-татарски давайте попробуем вместе. У всех есть? Прочитай, пожалуйста. Я не живу в Казани, я живу в Перми. Я, это будет мин. Мин Яшами. Подождите, Яши мим. Подождите, если я молчу, это не значит, что надо записывать. Глагол у нас всегда где? В конце. В конце. Денис, вспоминай. В Казани, значит, какой падеж? Казанда какая-нибудь. Какой падеж? Вспоминай. Ну, кто знает, подсказывайте. Где? Мин Казанда. Да. Яшин Тугес. Мин Казанда Яшамин. Мин Казанда yaşamim. Кем тугитилтра? Кем Казанда yaşamim? Мин Пермиян Яшин. Мин Пермьда yaşayım. Денис, без меня было что? Глаголы всегда пишутся в конце и говорятся в конце, говорится в конце в татарском языке. Помните, мы с вами разбирали? Я не живу в Казани, я живу в Перми. Скажи перевод, пожалуйста, Денис. Алигина Яздам, ты написал все правильно, прочитай, пожалуйста. Мин Казанда Яшмин будет? Яшами, Мин Перм Яши. Min Perim'de yaşım koyda de da. Min Perim'de yaşım. Итак, ikinci cümleni Lüropa, sizdeki bulaşak. Он просыпается в 20 минут 6. Алтынчы 20 минут Якодан тора. Минутта. Минутта Yukarıdan. Якодан тора. Tamam. Молодцы. Барса да ты. Вы уже время забыли, да? Да, конечно, забыла. Я уже знаю, ты не смотришь. 20 minut, 20 minut, 6. Lüropa buldurdu, sizinkiler buldu mu? Минука. Минука. Итак, siz üçüncüsün. Ага. Значит, Галиян, зарядка Н. Вы сначала прочтите, пожалуйста, по-русски, давайте. Галиян не любит делать зарядку. Галия зарядка Н. Йорат Ишлерга Йорат Ны. Ну, işlerge yasalma одно и то же. Зарядка и Арфепа, сложно? Давайте вечером, что надо чистить зубы, попробуем вместе. Вечер я вам давала слова для да? Вы должны были... Кич. Да. И надо еще какой-то падеж поставить. Кич Д. Да? Да? Кич. Кич Д. Кич Д. Киштен, можно сказать, вечером. Киштен, киш. Когда? Киш. Вечер. Киштен. Киш. Киш. А кичка не ты скажешь. Кишкины это больше диалект гречи. Кичка как правильно? Киштен. Вечером. Киштен. А, то есть исходный все-таки падеж, да? Киштен. Киш. Ну, не исходный падеж. Вечером. Киштен. Утром. Иртен. У нас это перевод слова. Так, переводится слово вечером. Итак, дальше вместе попробуем. Киштен. Чистить зубы мы знаем. Перевод. Киштен. Кирек. Чистерде. Глагол где? В конце. Итак, бастырдырыз. Киштен. Киштен кирәк теш чистартырга. Чистотра. Смысл понятен, но только если глагол еще поставим назад, будет еще и красивое у нас предложение. Киштен.
Тыш, киряк, чистак, Тыш чистотга. Киряк глагол в самом конце предложения. Ну-ка еще раз, что Глагол получилось? чистить зубы. Чистить. Тыш чистотга. Киряк. Киштен. Тыш чистотга. Киряк. Надо. Сейчас надо последний. Киштен, киряк, тыш чистотга. Ну давайте, и так правильно, и так правильно. Киштен, киряк, тыш, чистак, тыга. Тыш чистотга. Хорошо. Так, лучше. Итак, если А правильно, если все-таки киряк в конце будет, да, стоит? так будет, как сказать, приятнее звучать. А так? Да, красивее. С независимыми знамениями? Эльвира тоже, да? Я утром не ем. Миниртен ошамин. Посмелее сейчас повторите. Миниртен ошамин. Ютепа, итак, про Шамиля расскажем, какой... А, давай. Шамиль, кофе, эшмей, у чай yorata. Шамиль татар, молодец. Алия. Гуля, попробуй следующее. Во сколько вы одеваетесь? У нас есть падежный вопрос. Нищеде? Сыз. Одеваться. Кинерге. Я вам давала глагол. Киен. Это будет повелительное наклонение. Вы. Сискине. Итак, полное предложение. Сыз. А Куршигис, я вас тоже не знаю по имени. Как? Альмирапа. Итак, сизга, вот видите, какое легкое предложение. Скажите, пожалуйста. Я причесываюсь. Чаш тарарам. Нечестно тарарам. Нечестно тарарам. Лиза, разберемся. Торарга. Шеш торарга. Шеш торарга. Причесываться, да? Шеш торарга. Начальная форма торарга. Тора. Значит, Альмиропа. Тора. А когда вы говорите про себя, мин, ой, пошла. То. Мин, торы. Şimdi anlaşıldı mı Альмиропа? Ничек была? Чаш тарарам. Дұрыс была. Вот. Вы просто все года не смогли выделить начальную форму, и когда уже, вот мы сколько уже с этими, да, с местоимениями работаем, не туарым. А давайте вы скажете, я не причесываюсь. Чаш тарарам. Дурыс. Вот уже получилось у вас и отрицать, и сказать то, что вы причесываетесь. Кем еще не спрашивала? Эльвира, Марат уходит на работу без 5-8. Марат. Куда?
Yazılı kıyılgan. Там прямо написано у вас, есть подсказка. Марат Эшке. Без 5-8 вспомнили время. Минуттан 8 толғанда без 5-8 5 минуттан 8 тула. Ну давайте тула оставим, чтобы вам было легче. Марат, вы еще не забыли начало предложения? Давайте. Марат. Dürüz, işke, 5 minuttan тула уходит. Ките, дürüz, все мы справились. Давайте остальные предложения все вместе переведем, поможем друг другу, а потом сделаем перерыв. Айдагес. Олег возвращается с работы в 6:30. А, нет, когда приходить в театр? Давайте Мы я спрашиваем. хотя бы нет времени. Так, когда? Кайшен, да? Дürüz, Айе. Кайшен, театр, Театр. театр, сейчас, подождите, я скажу. Сколько добавить-то? Театр, да? Нет? Да, да. Куда? В театр? Театр, да. Да. Я вас сама направительно должна. Пощан, театра. Приходить, что-то приходить. Килоге. Дürüz. Как будет перевод предложения? Подождите, я запишу, как я не забыла. Так, когда Давайте приходить сначала в театр? по-русски, да. Когда приходить в театр? Кайшен, театр Га, Килоге. Если вот вы хотите спросить, вот так и спросите, да? Пощан, театра Килерге. Итак, Лиза Пасыс. Алия Трудношлягис. Алия возвращается с работы в половине 7. Алия Эштен, жиденчи йорттуда ойта. Подождите, Седьмой жидец. с работы, Алия Штан, Айтмини. Алия Эштен, жиденчи йорттуда ойта. А вот давайте мы гордо скажем, мы любим разговаривать на татарском. Татарша совершенно Biz Tatarşa söyleşirge yaratabız, düzü silnur yaratan aytıp bildi. Про Розалию. Розалия Ехлас Сигез Розалия Сагатсигез. Сигез Розалия Нет, она всего спит 8 часов. Она не 8, а спит 8 часов. Сагат. Юра Пахашхарабра. Розалия 8 сағат Дұрыс. Альмира, у вас получается? Ну, цвета. Ой, нет. Подождите, Сигез, Сагат, да? Если вы вот будете спать 8 часов, так скажете. Сигез, Сагат, Спит, Йок, Пол. Йоклой. Потому что она йоклой, Розалия, он йоклой.
быстренько перевели. Розалия, это значит она, он, оно, у нас все переводится у. Это я перевела. я только что. Во сколько идем в университет? Люция, поедались, попробуем? Здесь получается тоже вот так, да? У вас же был волшебный словарь, там, наверное, дефис, все правильно. Мне даже в голову не приходило, что туда смотреть надо. Я думала, здесь тоже правильно. Айдарик, Люция, во сколько идем в университет? Айдарик, помогаем. Следующая, университетка, Варабас. Во сколько? Нищая, даже если мы не скажем сагат, это тоже не будет ошибкой. Во сколько значит нищая университет? Абарабас, дурыс. Люция, siz знакомы? Нормально? Здесь. Да. Можно не говорить слово сагат, не будет ошибкой. Во сколько как переводится? Нищая. Идем в университет. Нищая. Университет. Ха. Направляемся, да, значит? Вара. Идем. Мы идем. Тебе надо писать много. Альфеба. Ай-яй. Где писать нос? Писать yazarga. Сима, куб, yazarga, тире. Справились. А вот тут уже будем отрицать то, что мы я не люблю вас, извините. Слово извините мы знаем, да? Да, девочки, запишите, вдруг вам пригодится. Представьте, татарина, вы скажете вот так. Ё, что? Туда отрицаете. Твердые глаголы. Мым. Ярат. Мы. Беза, да? Мым. И извините, пожалуйста, еще скажите. Ну, мы вам давали. Ищите. Где-то в начале. Там ищите. Но у меня на этих осталось дома. Гафуйтесь. Яратырга. Ну, то, что мы... Гафуйтесь. Извините, гафуйтесь. То, что мы не сразу у нас получилось, давайте уж такой красивый глагол, как яратырга. Разберем тогда. Яратырга – это начальная форма. Как будет начальная форма? Ярат. Ярат. И что мы добавляем, когда отрицаем? Мы. Ярат. А если любим? Мы. Без йоратанс. А если я люблю? А если он любит? Получается, вот это в отрицании гласный, вот этот вот, как сказать, вот, ну вот начальное, третье лицо, Я поняла. йорота. Йорота, Вот это гласное. да, он везде при отрицании убирается. Да. Хоть и, Йорат. Мы. хоть а. Йорат. Мы. Йорат. Йорат. Мы. Йорат. Вот начальная форма. Йорат. Ул. Йората. Начальная это форма. Йорат.
Ул йората. Начальная форма йорат. Что делает? Синьора. Люби. Люби. Йорат. Люби. Ул йората любит. И последнее. То есть при отрицании вот эти вот аффиксы все уходят, да? Ну да, так получается. Мы с начальной формы, да, ишле, ишле, и когда добавляем ми, мы. Это у нас когда он любит, когда она любит, когда оно любит. А тут начальная форма йорат. Я пытаюсь формулу опять вывести. То есть вот, это аффиксы у нас начальной формы глагола третьего лица. Вот эти. Да, это третье лицо. Это третье лицо. Вот это повелительное наклонение. Да. При отрицании вот эти аффиксы везде, во всех случаях уходят. Вы Перед даже- мы, перед ми. Да, но вы даже не запоминайте их в этом. То, что он ест. Вы запоминаете начальные формы, и тогда уже добавляете мы и ми. И тогда вам будет легче. И если вы сейчас будете формулировать так, что это убирается, то вам будет сложно. Все поняла. Да, вы не запоминайте йоратра, например, это начальная форма йорат, и отсюда и пляшем мин йоратный, ул йоратный. А не запоминайте ул йората, он любит. Умлагалось? Да. Давайте сделаем перерывчик, я вас еще сильно загрузила. Салбулашын қоямыз сіздің. Шәй ішіп алайық. Рахмат, Баровна.